Именно сюда, в престижный район Вашингтона Колорама, из Нью-Йорка переедет Иванка Трамп. И жить она будет вот в этом доме. В американскую столицу Иванка Трамп переедет с мужем Джаредом Кушнером и детьми, где поселится по соседству с будущим домом действующего президента США Барака Обамы. Ранее особняк принадлежал бизнесмену Дэну Рапопорту, который известен своими связями с российской оппозицией. Трехэтажный особняк стоит $5,5 миллионов. В нем 6 спален. Планируется, что переезд состоится после вступления Трампа в должность президента, то есть после 20 января. Мы поинтересовались у жителей Колорамы, что они думают о своих будущих соседях. Многие отказывались говорить на эту тему, потому что уже успели устать от журналистов, которые ежедневно дежурят у дома Барака Обамы, а теперь и Иванки Трамп. Но нашлись и те, кто не очень переживает из-за переезда новых соседей и считает, что в жизни района мало что изменится. В этом районе уже будет охрана Обамы, поэтому Иванка особенно на ситуацию в районе не повлияет. Я был бы не против жить по соседству с Обамой и Иванкой. Она меня не раздражает, в отличие от ее отца. Ну и что переезжает? Мне абсолютно все равно. Но не все оказались такими равнодушными к переезду дочери избранного президента США. Нашлись жители, которые обеспокоены тем, что многочисленная охрана таких влиятельных лиц может повлиять на ежедневную жизнь их соседей. Я очень рада за Иванку, но я не рада за себя, потому что из-за переезда Иванки Трампа и Барака Обамы возникнет серьезная проблема с парковкой. Парковочных мест станет меньше. Этот вопрос меня волнует больше всего. Ожидается, что муж Иванки, Джаред Кушнер, станет одним из ближайших советников нового американского лидера. Поэтому переезд в американскую столицу для него будет особенно важен. Они будут вести обычный для подобной семьи образ жизни. Муж будет заниматься политикой, жена ходить по различным мероприятиям. Семейная пара уже подписала все необходимые документы. И пока Иванка с семьей готовится к переезду, будущая первая леди Мелания Трамп и их 10-летний сын Бэрон после инаугурации останутся в Нью-Йорке до конца учебного года, чтобы мальчик не прерывал школьных занятий. Карина Бафраджан, Михаил Мойсурадзе. Специально для настоящего времени Америка. Вашингтон.